Здравствуйте! Мы продолжаем серию репортажей о коронавирусе в Туркменистане, и с вами я, врач-кардиолог Серебренник Юлия. Сегодня я расскажу о последних новостях, связанных с распространением и влиянием коронавируса в Туркменистане. Ситуация с коронавирусом в стране за последнее время, к сожалению, не улучшилась. Фактически каждый пятый гражданин страны заражен вирусом. Не всех граждан тестируют на коронавирус, не говоря о том, что стоимость теста на коронавирус стоит 100 манат. Очень многим гражданам тест делают через 2 недели после того, как они переболели. Результаты тестов не выдают, утверждая на словах, что он отрицательный. А тест на антитела по отношению к вирусу никто не проводит. Следовательно, для статистики страны коронавируса, можно сказать, и нет. Большинство клиник старые, не имеющие аппаратов компьютерной томографии, да и специалистов для работы на этом оборудовании фактически нет. Данное обследование является достаточно дорогим, оно стоит 300 манат, и многие граждане просто не могут позволить себе такое обследование. В основном проводится рентгенологическое обследование. Даже если рентген показывает пневмонию, это не означает, что пневмония будет выставлена как первичный диагноз. Как сообщают наши источники, лечение стоит около $3000 по официальному курсу. Немногие могут позволить себе такое лечение. Зачастую люди просто не обращаются к врачам, а когда обращаются, то уже поздно, так как начинаются необратимые процессы. Пациентка Дурсун из Марыйского вилаята, мать 3 детей, рассказала: «У меня 2 дня была температура. На 3-й день стало трудно дышать. Началась отдышка. Меня вначале забрала скорая помощь, привезли в клинику, а затем перевели в санаторий, который находится в Иолатане. Там сейчас карантинная зона. Моя бабушка, сказала Дурсун, умерла, 70 лет ей. Я выжила. Очень много больных, у всех разные формы течения заболевания. Врачи нам говорят, как по словам Дурсун, что это лечение может выдержать здоровое сердце, а так клапан закрывается и все». Так, по словам Дурсун, сказали ей врачи, что за 1 день там умерло 86 человек. На станции переливания крови города Мары умерло 2 лаборанта, 6 человек заразились. Однако, несмотря на это, государство так и не предоставило средств индивидуальной защиты. Кто может, покупает за свои средства, кто не может, работает в халатах и в масках. Защитные средства, которые поступили из России, продаются медицинскому персоналу за наличный расчет. Не менее сложная ситуация и в Либабском вилаяте. Источники сообщили, на 500 человек 8 кислородных баллона. Кислород можно получить только за деньги, питание не предоставляется. Наступило время, когда люди остаются в живых только имея деньги, потому что за все нужно платить. Палатки, в которых лежат люди, якобы принадлежат племянникам президента. 116 палаток по 4 человека в каждой. В палатках страшная жара. Стоимость пребывания в палатках составляет 400 манат. Врачи уезжают в карантинные зоны на 3 недели. Никаких надбавок за вредность врачам не дают. Говорит врач инфекционной больницы, отношение хуже, чем к скотам. Мы работаем по 3 недели. Еще с нас высчитывают по 300 манат за то, что мы живем в тех палатках. Это нормально? Эта сумма ежемесячно удерживается у врачей с зарплаты. Мало того, что мы рискуем каждый день своими жизнями, так мы еще и должны платить за то, что мы находимся там. Когда мы начинаем возмущаться, нам говорят, это все ради президента. Открыть рот и сказать, а зачем он нам нужен, мы не можем. Потому что мы боимся. Да, боимся, говорит врач. У меня больные родители. Муж дома не работает. Мне надо поднимать детей. Бесплатное лечение получают люди из правоохранительных структур и
за тех, за кого был звонок сверху. Как рассказывают источники, люди, которые не смогли заплатить, умирали прямо в машинах скорой помощи. Врач-реаниматолог сообщил то, что за свою 35-летнюю практику он за всю свою практику работы никогда не констатировал такое количество фактов смертей пациентов. Количество умерших по приблизительным неофициальным подсчетам за последние 3 месяца составило 13 688 человек по Лебапскому вилаяту. Умерших хоронят на кладбище Баят-Хатын под Кирки. С умершими прощаются в масках и в перчатках и в присутствии представителей полиции, МНБ и прокуратуры. Врачей заставляют продавать лекарства больным и покупать средства индивидуальной защиты. Источники сообщили о том, что 7 врачей, 3 женщины и 4 мужчины отказались платить за костюмы и продавать лекарства. На заявление врачей о том, что защитные костюмы и лекарственные средства поступили в страну в качестве гуманитарной помощи и должны отдаваться бесплатно, представители Комитета национальной безопасности утверждали, что все это было закуплено племянниками Бердымухамедова. Врачи не подчинились требованиям силовиков, и тогда из Ашхабада приехал Курбангильдыев Анна-Назар, якобы чуть ли не из президентского окружения, и буквально чуть ли не силой стал требовать оплату за лекарства, использованные для людей, не способных оплатить эти суммы на лечение. Одному из этих врачей, Аширу Чарыеву, более 70 лет. Несмотря на такой преклонный возраст, мужчина просто не выдержал хамских и циничных требований силовиков и Курбангильдыева Анна-Назара из особого отдела, и он стал с ним драться. Судья Лебапского областного суда Нурмурат Базаров осудил Ашира Чарыева и еще 6 врачей на 9 лет за сопротивление властям и политике президента. Их продержали 18 дней в тюрьме Абдышукур, пока шло разбирательство и суд. В итоге осудили на 9 лет. Неужели врач, проработавший в Денеусской больнице, вылечивший огромное число людей, должен нести наказание за то, что он не согласился брать денег за лекарства, поступившие как гуманитарная помощь, с людей, у которых нет этих денег? Система диктатуры посадила тех людей, которые ежедневно спасают множество пациентов. Представители Министерства национальной безопасности распоясались до такой степени, что просто диктуют врачам, как им делать свою работу. Врачи не должны преследоваться силовыми структурами и быть осужденными за то, что спасают жизнь. Отпустите людей. С вами был Ковид Репорт, Туркменистан. У нас всегда есть информация. Следите за новостями, подписывайтесь на наш канал в Ютубе и в Телеграме. Берегите себя.